Сегодня на нашей сцене состоится концерт хоровой музыки. Звучат произведения Тамерлана Хосроева. Композиторы нашей Осетии, так много написавшие в свое время и так мало пишущие сейчас, они, конечно, все достойны того, чтобы мы посвящали им вечера, чтобы мы говорили, писали, слушали их музыку. Вот мне кажется, что то, что мы начали делать на сцене этого театра совсем недавно, говоря о цикле «Из летописи Владикавказа», это очень важно, в первую очередь для подрастающих, молодых, творческих людей. Ну а сейчас я бы хотела пригласить на сцену к нам сюда заместителя министра культуры нашей республики Залину Кусаеву. Дорогие друзья, почитатели высокого искусства, сегодня мы с вами чествуем одного из наиболее ярких представителей музыкального искусства Осетии, чьи творения в значительной степени обогатили сокровищницу единого мирового культурного пространства. Наш уважаемый юбиляр – композитор, дирижер, выдающийся педагог, основатель уникальной авторской школы преподавания хорового дирижирования. И сегодня, дорогие друзья, позвольте мне от руководства Министерства Республики Северной Осетии Алании поздравить Тамерлана Тотарбековича Хосроева с его юбилеем и передать ему почетную грамоту от Министерства культуры Республики Северная Осетия Алания. Почетной грамотой награждается Хосроев Тамерлан Тотарбекович за заслуги в развитии современного профессионального музыкального искусства, значительный вклад в совершенствование осетинской школы юных дирижеров и в связи с 70-летием. Поздравляем вас! Ноджи фулдар корзина тадын бантышат. Дата манкалга и вады бира штыма и рыштун адама жардата рушка. Государственный камерный хор «Алания», лауреат международных конкурсов, лауреат премии Костахи Тагурова, художественный руководитель и дирижер, лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народная артистка РСО Алании Агунда Кокойти.
Подвод
Долго шел маленький принц через пески, скалы, снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. Так я и жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умела этому радоваться. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо, и ты счастлив, и говоришь себе: где-то там живет мой цветок. Вот тут-то и появился лис. «Здравствуй», — сказал он. «Здравствуй», — вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. «Я здесь», — послышался голос, — «под яблоней». «Кто ты?» — спросил маленький принц. «Какой ты красивый!» «Я лис», — сказал лис. «Поиграй со мной».
Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто об этом помнит. Одни только дети знают, что ищут. Они отдают все свои дни маленькой кукле, и она становится им очень, очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему встретился только один цветок. Цветок видел однажды, как мимо шел караван. Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество. Он бы тогда любовался закатом не 44 раза в день, а 100, а то и 200 раз. Мне хочется поглядеть на заход солнца. Сделайте милость, повелите солнцу закатиться. Взгляните на небо и спросите себя, жива ли та роза, жив ли тот заветный цветок с другой планеты, из другой вселенной. И вы увидите, все станет по-другому. Маленький принц впервые появился на земле, а потом исчез. Если вы когда-нибудь попадете в Африку, заклинаю вас, не спешите, помедлите под этой звездой. И если к вам подойдет мальчик с золотыми волосами, не забудьте утешить меня. Скорее напишите мне, что он вернулся.
Америка.